9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, в мексиканском городе Мериде на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Наша страна подписала только часть этой конвенции. Республика Молдова действительно ратифицировала конвенцию, но не совсем не международную конвенцию, а конвенцию уголовную против коррупции. То есть это более узкий протокол к конвенции, который подразумевает, естественно, и определенные права и обязанности не такого широкого плана, нежели международная конвенция. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Получается, что с того времени прошло уже 8 лет. За это время можно было увидеть результаты работы этой конвенции. Однако... Я считаю, что никакой борьбы с коррупцией у нас не ведется. Сейчас без президента. Я думаю, что такой хаос вообще беспределье. Я то в парламенте смотрю, они все между ними ссорятся, вообще беспорядок. Все равно гребут деньги у всех подряд. Не делают они для этого ничего, чтобы бороться с коррупцией. Думается, ведется, но не знаю, народ, по-моему, не ощущает пока интенсивной такой борьбы. Везде беззаконие. Везде. Здесь законы не действуют. По результатам исследования международных экспертов, индекс коррупции в Молдове непрерывно растет. Особенно высоким он стал за последние 2 года. Это связано, конечно же, с различными и социально-экономическими, и с политическими условиями жизни в стране. И где-то это связано и с поведением самих граждан, самих людей. Почему? Потому что на сегодняшний день очень многие наши граждане привыкли даже к мысли о том, что пока не заплатишь, не получишь благо. Вновь и вновь мы хотим повторить, что на сегодняшний день защита прав человека фактически является обязанностью каждого государственного чиновника. И за это все и так получают заработную плату. То есть сверхначисления, они просто-напросто незаконны. Тогда, в 2003 году, 100 стран мира подписали эту конвенцию. Она должна стать важным инструментом международного права для противодействия коррупции, настоящий ущерб развитию стран и предоставляющий угрозу демократии и режиму правового государства.